Привет-привет! Вы смотрите «Зеркальце», передачу для самых модных девочек, которые не боятся экспериментировать и шагают в ногу со временем. Меня зовут Адель. А меня Альфия. Мы, как всегда, полны идей и готовы поделиться ими с вами. Девочки, сегодня мы с вами сошьем юбку солнца. Адель, ты слышала про такое? Конечно, ведь юбка солнца снова на пике популярности. Такой фасон еще называют солнцеклеш. Его легко кроить и несложно сшить. И можно сшить эту юбку из любой ткани. А какую ткань мы выберем? Мы берем габардин. 1 метра вполне достаточно. А какая длина будет у нашей юбки? Длина твоей юбки будет чуть выше колена. Девочки, нам понадобятся ножницы, нитки, иголки и, конечно же, ткань. Чуть не забыли, еще швейная машинка. Точно. Выкройку юбки солнца можно строить на ткани, поскольку не требуется выполнять сложные расчеты. От центра отмеряем 32 сантиметра. Это верх юбки? Да. По-моему, я не такая широкая. Так юбка же у нас на сборке. Точно. А длина юбки у нас будет 43 сантиметра. Большой расход ткани. Это единственный недостаток у юбки солнца, зато она красивая. Теперь осталось вырезать. Давай я вырежу. Давай. Пока Адель вырезает, наш сундучок расскажет вам об истории юбки. К сожалению, никто из историков не сможет вам точно ответить на вопрос о том, кто же первый придумал юбку солнца. Кроме того, история создания первой юбки тоже остается загадкой. Поэтому принято считать, что история современной юбки началась еще с набедренной повязки древних людей. Однако изначально юбка была одеждой исключительно мужчин. Чаще всего юбку носили воины. Первые юбки были довольно-таки тяжелыми и состояли из огромного полотна ткани. Стирать такие юбки было чистое наказание. Легенда возникновения первой юбки гласит, что одна прачка не выдержала этого мучения и разорвала длинное полотно, разделив его на 2 части. Так появилась современная юбка. Обе детали юбки у нас готовы, осталось выкроить пояс. Для пояса можно использовать остатки ткани. В готовом виде пояс у нас будет шириной 7 сантиметров. Вот так просто строится выкройка юбки солнца. Осталось его прогладить. Все детали готовы, пришло время для швейной машинки. Этим займусь я. А пока мы послушаем советы дневничка. Юбка солнца – это первая юбка, которую вы одевали в детстве. Кроме того, шьется данная юбка просто и быстро. Поэтому с ней любят экспериментировать и начинающие портнихи, и профессиональные модельеры. Носить юбку солнца можно в качестве одежды для пляжа, наряда для вечера и других мероприятий. Все зависит от материала, из которого сшита юбка. Данная юбка прекрасно сочетается с ремнями различной ширины и с туфлями на любом каблуке, либо без каблука. В качестве верха прекрасно подойдет короткий трикотажный топ, легкая шелковая блуза, строгая хлопчатобумажная рубаха или даже свитер грубой вязки. Другими словами, юбка солнца – это универсальная вещь на все случаи жизни. Здесь мы оверложили и прострочили, а сверху дали 2 строчки для того, чтобы сделать сборки. Адель, ты держи с одной стороны, повторяй за мной. Вот что у нас получилось. Теперь фиксируем пояс иголками. Кладем лицевой стороной. Теперь фиксируем.
Адель, теперь ты прошиваешь? Хорошо. А я напоминаю, что идет конкурс «Весна-красна». Победительница станет участницей нашей программы и получит ценный приз от зеркальца. А для участия необходимо всего лишь отправить фото с вашей поделкой. Наша юбка будет готова с минуты на минуту. Осталось пришить молнию и обработать низ. А пока мы посмотрим мастер-класс о прическах. Смотрим и учимся. Наша юбка готова. Пояс можно украсить бисером и гипюром. Я так и сделаю. Не забывайте участвовать в нашем конкурсе. До скорых встреч! Пока-пока!